302. Хай нас обудить ласка Твоя, наклонися, Дух Святий до нас, хай нас обудить ласка Твоя. Наклонися, Дух Святий до нас, хай нас обудить ласка Твоя. Наклонися, Дух Святий до нас, хай нас обудить ласка Твоя. Наклонися, Дух Святий до нас. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Panie, wspomnij про заповедь свой, и николи не забывай про житьем Богих Твоих. Встань, Пане, оборони справу свою и выслухай просьбу тих, хто шукає Тебе. Подчас души молюся за померлого в пам'ять Якуба, просячи для його радості життя вічного в Царстві Небесним. В молитві вірників пам'ятаємо за Єлену і Андрея, просячи для їх ах щасливої сподорожі, Божим благословенні і доброго відпочинку. Перепросим за всі наші грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охвяну. Panie, Ty посланный оздоровить скрушенных сердцем, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Христе, Ty сядешь праворуч Отца, как заступаться за нас, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Panie, який прийде судить живих і померлих, змилуйся над нами. Смилуйся над нами. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Хвала на вышиях Богу, А на земле упокой, людям доброй воли. хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володар небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя режь на себе грехи и свету. Смилуйся над нами, я Тебя режь на себе грехи и свету. Прими моление наше, яки сядешь праворуч Отца. Смилуйся над нами, о, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. молимся.
Предвечный Боже, наученные Духом Святым, мы сверяемся называть Тебе Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Духа Твоего сыновства, как мы могли отримать обетованную спадщину, Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Amen. Читання першої книги Володарства. У ті дні, коли Ілля прийшов до Божої гори Гори, він увійшов до Чорну і скерував пан до його слово кажучи: «Вийди і стань на горі перед обличчям Пана, і ось пройде Пан, і будь перед ним ветер великий і моцний, який розриває гори і кришить скали, але не у ветрі Пана, а після ветру буде землетрус, але не у землетрусі Пана. Після землетрусу буде огонь, але не у огні Пана. Після шагню шум тихого ветру. Почувши гэта, Ілля прикрив твар свою плащом, вийшов з печори і став кругоходити її. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухай, что говорит Пан Бог, и Он спокой обвещает народу и святым своим. Соброты Его збавление близкое для тех, кто Его боится, и слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность сустренутся разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырастет с земли, а справедливость будет позирать с небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пан одолит нас счастьем, а земля наша даст свой плод. Справедливость пойдет перед ним и поставить на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Браты, я кажу правду о Христе, не лгу, и подтверждаю сумление мое у Духу Святым, что смуток мой великий и неспынно покутывает сердце мое. Бо я хотел бы сам быть отшуланным, отлученным от Христа замест братов моих, родных мне по воде тела, израильтянам, яким належит усыновление и хвала, и заповеды, и установление закона, и Божие служение, и обетование. Да их належит айцы, из их поводле тела Христос, Бог над усими, благословенный навеки. Аминь. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сподівся на
Святого Євангелія Павла Матвея. Хвала Тобі. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару, маліўся ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага, і кідалі яго хвалі, бо ветер быў супраціўны. У чацвёртую ж варту ночы Езус прыйшоў да іх, ідучы па моры. А вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: «Гэта прывід», і ад страху закрычалі. Але Езус адразу загадаў і з імі. Але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму ў адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чаўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса. Але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і пачаў тануць. І закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму сумняваешся ты?» Калі увайшлі яны ў човен, вецер сціх, а тыя, хто быў у чаўне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўдны Сын Божы». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. На пачатак трэба бы пахваліцца перад першым чытаннем, якое мы прачыталі, што Бог сказаў Іллі, кнігі Валадарства чытаем: «Выйдзі, і я прыйду да цябе». Трэба на пачатак увайсці ў кантэкст, што Ілля перажывае і дзе Ілля знаходзіцца. В сённяшнім слове Божым мы пачулі: гэта гара, горы. Гэта сама гэтая гара, дзе аб'яўляецца месійнасць, месайнасць Пана Бога, што Ён з'яўляецца, мае сваю місію. Гэта неаднакратна мы праемзем чытаць асаблівы спосаб, калі адчынім кнігу Зыхода. Убачым, што на гэтай самай гары, на якой Ілля ідзе і хаваецца, Бог прамаўляе да Майсея. На гэтай самай гары Майсей ідзе да Бога і моліцца: «Пане, дай нам хлеба, бо яны з голоду паміраюць». На гэтай самай гары Майсей пойдзе на гару і скажа: «Пане, дай нам вады, бо няма чаго піць». І з гэтай самай гары вытрысне вада. Ці вы разумееце гэтыя два знакі, які прадстаўлена гэты кантэкст Іллі? Тое сама тыдзень таму назад. Пра што мы чыталі Евангелію? Як не пра размнажэнне хлеба, дзе корміць Ісус Христос. А сёння не пра гэтую самую воду, якая выплыла і дае жыццё. Пра тую самую воду таксама. Ёсць паралель у жыцці, браты і сёстры, хрысціянства. І таму я сцвярджаю, чаму Пан прыйшоў да Іллі у лёгкім павеве ветра. Не ў урагане, не ў буры, не ў якімсьці, не знаю, цыклоне, не. Але прыйшоў у легкім шне ветра. Таму што лёгкасць — гэта тое, што ў нас кожны дзень. Это рутына, тое самае паўтараецца. Мы пачакалі якіхсьці знакаў вялікіх. Нехай загрыміць, нехай загарыцца што-небудзь. Нехай сапраўды бура якая пройдзе, тады начинают расціць, глядзець, начинаем молиться до Пана Бога у такі момент. А тут оказывается, что Бог у чалавечым жыцці ёсць пастаянна. Распачнем па чарзе. Ілля, пророк великий, посланный Паном Богом, как трощится и навернуть народ Израиля. Народ Израиля отвернулся от Пана Бога и кланяется Богом Валаама. Нават повстали пророки, и все до этих пророков приходили. Іллі гэта не падабалася. В пэўным моменце прыходзіць, набірае адвагу, і прыходзіць да пророкаў Валаама, якіх 450, як памятаем, гаворыць: «Давайте, зробім так. Вы складаеце ахвяру вашим богам. Калі ваши боги прымаюць вашу ахвяру, я буду кланяцца вашим богам».
А потом, коли не приймаєте, складає Богу свою. Але коли Бог не приймає хляб, то ви будете кладати свою хляб. І як пам'ятаємо, обливая ахвяру водой, там это Илья, и эта ахвяра сгорает. И что бывает в сердцах этого народа и пророку Валиаму? Пустота, не поверили. Не поверили. И это так моцно згенерувало, пам'ятаєте, Илью, что взял чашку 450 пророков забил на сердце. И переживая, и начал переживать, что и в этот момент утекая на гору Божию. Докладно уходить у печору, коли перекладати слово печора з геврейського язика, где яма. Уходить у яму, яма з'являється могила. И в этой яме начинаю молиться. Боже, забери, я уже не хочу жить. Забери у меня мое житие, я не хочу жить. Видите, пророк, великий пророк, якого навіть ми вспоминали при урочисті переміння Пана, який об'явився і розмовляв з Ісусом Христом із Моїсея брата. Великий пророк попал в депрессию. Он не хотел жить чему, никто его не слухает, никто не вертается, и те бы знаки Бог не учил, но уже не знаешь, как. И памятаем, Бог не отступая от Илии. Чему? Бог на этой горе Хора, это здарение, что мы прочитали сегодня, посылает своего ангела. И этот ангел приносит Ильи еду и говорит: ешь и спи. И за каждым разом ешь и спи. Это вот нравится несколько разов. Ешь и спи. Неоднократно я бы так само хотел. Правильно такого ангела есть. Ешь, еду приносишь, ты еси и спишь, еси и спишь. Не треба ничего грабить, не треба ничего добываться. Это троска Божья. Я говорите, не шмотство. Хочет человека выртовать. Хочет этого пророка, однако вам не отдалил. Али, коли это отрымовывая Илья, и те вертаются и снова на гору Хора, и снова заходят в эту печору, и снова там сидит. И снова сидит. Ну и тогда Бог говорит: коли Илья пришел до Божьей горы Хора, он вошел в печору и скировал Пан на его слово говоря: ты, что мы сегодня почули в первом читании, что выйди, бо я прихожу к тебе. Выйди. Выйди, бо я прихожу. Это очень важная реакция Ильи. Боялся правды, и он выходит. Выходит, и Бог его не бросит. Может, Илья бы вышел, а не будет. Это подобное до вийстя кого? Петра, що у нас сьогодні? Чому, коли апостоли побачили Ісуса Христа, сполохалися, злякалися, крикнули за страху, так Петр мог бы задать: понятно, коли это ты был призван Иисуса, вот я не буду спать, скажи, что там отложено, никаких разниц в назад не берете. Саму я хлеб разложу. А пане, коли это ты, что там отложено 3 месяца назад, как мы там оздоровели? Ну, там, у казахам были. Сказал бы эту женщину, какая терпела, нет. Вот, пане, коли это ты, скажи мне, как я пришел к тебе. Чему? Бог выдает рассказы. Бог не просит, злый дух только может просить. Ведь может, соглаши, может, один раз не надеешься. Попробуй, трошки доконись для этого. Ничего страшного не станется. Здравствуйте, можешь здравствуйте. Там кисти. Украсть, возьми, ты лишь навешаться. Мама тебе. Это я такой. И не будете рассказывать. Бери! Чтобы люди тоже раз повстань себе на скажение. Это не навешаться. А это хитрый способ. И тому Петр, ведая, что Бог – это тот, кто выдает рассказы. Бог выдает рассказы. И поглядим на початок, вернемся теперь на початок Евангелия. Следить за мной, как поступать за этими думками, которые я хочу вам передать. Початок Евангелия, коли на то был накормленный, тогда Иисус одразу загадал душам своим сесть в учебе и переплыть на других берег реки. Что там отбылось? Мы памятаем, что апостолы мало не попали в пыху. Тому Пан Єsus, коли это побачив, що ще небавом, ще трошки, ще хвилиночку, я не вкладу цю пиху, та якщо запослано буде туди вливається. Люди прийдуть і скажуть, що Єsus Христос не може бути королем, а апостоли скажуть: али ми наставника вибрали, ха-ха-ха, ніхто такого не має, ха-ха-ха, наш наставник, о, глядите, як прикормив 5000
Мужчин не лечит, женщин и детей. Тебе штраф 5 тысяч, 10 тысяч. И хлеба не было! А нам так выдается, что за сутки хлеба. Это сегодня как сдается хлеба накормить, допустим. Да, взял там несколько тысяч долларов, пошел, купил 10 тысяч буханков хлеба и кожному раздал. Ранее за такие гроши не купилось. Но хлеб не был охотно доступен. Он был вельми дорогий. И тяжко было здоровье смотреть. Тяжко. Это не то, что сегодня у кого-то кто-то скажет, там, когда за детей говорят, пицца добрая, Макдональдс, Макдональдс плохо. Это за глаза светит. Хлеб. Ну, и кисть, и так далее. Ну, это такий способ. І Єсус Христос робить тут, а апостоли зносять. Явіться, кожного нація. Скільки вам треба, ми там вам дадим. І пам'ятаємо, і ще залишилося 12 кашов в этих предложениях. И Пан Иисус зауважил, что пока спокуса здесь там далеко, а вот садитесь в крови и все на другие веры. Утекайте. Это подобно, кто-то сказал, коли заходите в уши, в шатер, то пока идут голову высунул, а по голове разумею. По коле уже выйдет в шатер, уже по голове. Уже все смерть, сразу смерть. Не шанс. Это подобно дитяти малого, такое, как батьки проходили, например, раскрам, где нам давали себе пригожие игрушки, часами пачки сидят, озирают, берут его за руку и тянут, чтобы не хотела на те забавки. Почему? Бог часами может заняться. Мама, тата, дозвольте мне тут минуту хоть, я ничего не хочу, хоть минуту походить на этой забавке. И дитяти уже в мозгах, я теперь разрывать бачком, как я не купил эту войну. Поэтому батьки одразу оттягиваются. Не было никакой спокойствия, чтобы это дитя только взянулся и не зрозумела, что вопрос. Коли дать, оставить дитя там, то, напевно, будут слезы, будут крики, и будет рыдание. Это так само спокуса. И тому Иисус Христос ведал, что когда останутся апостолы, все будет счастье. И тому им говорит, плывите. И чему? Что это за бура? Яка споткала апостолов? Як і гэта, що я не думаю в голові. Ми там могли быть с кимось. А тут и ждем нас Иисус, вот и черный посадил. Мы грабим и змагаемся со своими думками. Это и есть эта бура, которую мы переживаем. Неоднократно в наших головах такая бура, как мы сами себе накручиваем, наставляем негативно, а Бог нас вырывает, там как греха не было. А мы и так грабим туда против ветра, и нас заливает и топит. А что мы можем текали? Чему приходит светло до апостолов? Войны, однако, не поддались. Послухали Иисус. Грабсти до конца. Иисус Христос дает такое слово. Ведь добро видно, что ночь и вода символизируют зло. Особливый способ. Вода, зло и ночь так само особенный зло. Ночь это для человека, для души духовная ночь, которую человек себе подает по грех, вызван грехи, закрывая светло у души, что человек становится обыяком ночи остальные грехи. Это не так просто вспомните, когда вы выходите, пока нема греху, то мы же так бегаем, что пока уже первый или грех, все уже темнота, неважно уже, а уже один грех забыл, уже все остальные. Быстро и все. И так туда, как апостолы, змагаються у житті і імкнуться наперед. Брати і сестри, это как и мы в нашем житті. Так само шукаем такие допомоги, як это чинить Петр. Поглядите, что коли Пан Иисус рассказал, как он пришел, так Петр и делает. А в любом моменте похистнулся его на веру. Спугался и начал тонуть. И одразу, что перший робить, кричить. Ну, добре. Ой, 5 минут без повітря под водой могу пробить. Боже, хліба, але чумея. Але так, він часто вже заляв под лодку, прилетить с очами, где рыба не закидать, шатры свои сетки. Так, потянуться рыбу. Такое могло быть, але одразу кричить. Не чекає, коли вже буде там топиться. Пане, рятуй мене. Єсус одразу витягує на берег. Это и до нас такая наука. Как мы так само, то сами простили, как Бог нас автовал. И ратуя у звичайних справах, вот тими легким повір'ям віка, у звичайних щоденних справах. Так в этом анекдоте, что там потопы великие, это сами люди перед потопом трактовались на дахах, на крыше сидели. Ну и там окочаками, и молились, и Боже, один человек лежит, и там
Молюся, Пане Боже, урятуй меня, как я только не загинул. Подплыл корабель, говорит, чекайте, мы вас уратуем. Не, я чекаю, не могу, Пане Бога, идите через. Пане Боже, урятуй меня, бо я загину. Прилетает вертолет. Опять скидайте в эту лестницу. Поднимайтесь. Не, Бог мой урятовать. Пане Боже, урятуй меня, буду. Помер, пошел в небо, приходит до Бога. И претензии, Пане Боже, что ты меня урятовал? Воду послал. Вертолет был. Ты не хотел. Киску хотел, не может еще отдавать. Мы знаете, в нашем жизни, чекаем якихось фейерверков, звичайные справы, які Бог хоче вести, как дать нам это избавление. Просим за тем, как мы, по-перше, были подобными до Ілії, пророка, який, однако, навіть у депресії свого життя почув голос Божий, який йому сказав, «Вийди и сустрень меня». И Илья ведал, что не у фейерверках, не в чудо такие отвели его жизнь. Не в той справе, когда он забил 450 пророков Валаама, Бог ему дал такую силу. Не в той справе, когда Бог понял хлябу, такая была в болоте тонула. А у щоденном, звичайном покликании человека Бог не помогает. И по-другое, как мы умеем, так само, когда треба вытянуть руку до Пана Иисуса и сказать, Пане Иисус, рятуй меня, бо я тону. Перводина Бога и Отца Самого, Неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зышел с неба и вселовился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воде Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Собранные в имя Иисуса Христа, маем надею, что наши супольные молитвы, которые теперь внесем до Бога Отца, будут выслушаны. За святого Отца, за бискупа пресвитера Окавяне Великих, вызнавцев Христа до едности и Богите, просим. Выслушай нас, Пане. Ради Христа, веры и несправедливого осуждения, как они поверили в верому Божьей справедливости, Тебе просим. Выслушай нас, Пане. За нарушенный раз прикажешь человечего, как они прославляли Бога, за Его дар и за всеми были верными Ему. Те просим. Выслушай нас, Пане. За наши семьи, как они жили у покоя и любви, так само просим за Елену и Андрея, как счастливой подороже, Божьим благословением и добрым отпочинку. Те просим. Выслушай нас, Пане. За нас собранных колен Равана, как мы умели распознать в нашем ежедневном житии волю Божию и умкнулись ее преодолевать, просим. Выслушай нас, Пане. Наш добрый Отче, мы верим, что Ты утешаешь своих детей и звертаются на Тебе в щирых молитвах. Дякуем Тебе за этот образ Христа, Пана нашего. Аминь. 341.
Пан святой збалсамуй, Пан життя і правда моя, ласка Пана веди мені, нес мою в руках Його. Пан святой збалсамуй, Пан життя і правда моя, ласка Пана веди мені, нес мою в руках Його. Пан святой збалсамуй, Пан життя і правда моя, ласка Пана веди мені, нес мою в руках Його. Молитесь, как мою и вашу офяру, право Бог, найти Дух Всемогущий. Нехай Пан Бог примя офяру с рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, были ласкаво до веки, и я Христа будем костелу, и своей мocą передами вкуса храма, веки дае нам спасение, раз Христа Пана нашего. Аминь. Слава, слава ми, И Духа Твоим укору сердцевым, узносим и до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Справный Бог, да это и справедливо, скучно и славоверно. Как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пане святый войчався манный вечный Божа, раз Христа Пана нашего. Богом злитости до грешного человечества народимся с Панной Марии. Раз свою Богу на крыже вызволив нас от вечной смерти, а раз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з анёлами, арханёлами, с усеми святыми мы обещаем Твою хвалу. Разом с ними устрекаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму в еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос воскрес из послав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе усемогутный Боже. Освети гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczerzy udział kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każąc: «Bierzycie i pijcie z jego все, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita
Dziela odpuszczenia grachów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiery. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi staniać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как в нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój рассеян во всем świecie, udoskonale mu любови, razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i всім духовенством. Pamiętaj, tak samo про братов и сестер наших, які апостолів надії на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей вышел с этого свету, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj nad всеми нами, как мы заслужили удел życie wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panną Marynią, ze świętym Józefem jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, Janem, Pawłem II, błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z bratryku podobali się Tobie, tak i my chwalili i prosławiali Ciebie oraz Syna Twojego Jezusa Chrysta. Raz Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie, Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, wся пошана i chwała, raz u siebie wieczny ja. Amen. Молим się do Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od wszelkiego zła. Daj łaskawa spokoju dni naszych, da pomaże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darycie o spokoju i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Radajcie bliźniemu znak spokoju. Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokoje. Baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерню волю.
Аминь. Я не варты, как ты пошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пане добрый, я хлеб, будь прославленный повсюду и в костелах. Вот так безбрежно ты полюбил нас, безбрежно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как выше откуда небо силы мерить. Ты манной стал вандровником голодных, клятый, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, я хлеб, будь прославленный повсюду и в костелах. Вот так безбрежно ты полюбил нас, безбрежно ты полюбил нас. Его настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. А дорог земля вся наша будет, ангел в коммуне, ты добра мне небо. Пане добрый, я хлеб, будь прославленный повсюду и в костелах. Вот так безбрежно ты полюбил нас, безбрежно ты полюбил нас. Ты нас своих назовешься праведник, праведивый зубы, что ты загадал нам, чтоб вместе грех чинить мы можем, Пане. Вот ты для нас жить все исполнял, Пане. Пане добрый, я хлеб, будь прославленный повсюду и в костелах. Вот так безбрежно ты полюбил нас, безбрежно ты полюбил нас. Ты на крыше отдав життя за грешних, а сам зостався хлебом у святыня. Я нас открыла сердце твое веча, бо як дяти Божа полюбил нас. Пане добрый, я хлеб, будь прославленный повсюду и в костелах.
Боже наш Отче, нехай удел святой коммунии дать нам избавление, и умацуя нас в светле Твоей правды, праз Христа Пана нашего. Objawy dziesiątka żniwnia u poniedziałek завтра świata świętego Laurencja, diakona i muczenika. W autorach wspomnień świętej Klary Panny. W piątnicę wspomnień świętego Maksymiliana Maria, Kolbe, prezbitera i muczenika. I w sobotę uroczystość niebowzięcia Najświętejszej Panny Maryi. Święte mszy w ten dzień odbędą się udwojcze, u 8 godzin ranicy i u 19 wieczorem. Podczas świętych mszy odbędzie błogosławienie wrażenia tego году. У гэты дзень кожны мае абавязак удзельнічаць у святой мшы і паўспрымацца ад выканання неабавязковай працы. Трывае месяц жнівень, якім традыцыйна молімся ў інтэнцыі цвярозасці у нашых сем'ях і нашай бацькаўшчыне. Наступная недзеля трэцяя месяца інвестыцыйныя ахвяры прадназначаныя на будову. Цяпер уже шчыра дзякую за вашу ахвярнасць. Кожны дзень нашай капліцы трывае адарацыя Пана Ісуса у Найсвятейшym Sakramencie na гэтым тыдні ад 14 до 19, у панядзелак і ваўторак у астатнія дні адарацыі не будзе, але капліца будзе адчынена. Дзякую за ахвяраванне на будову святыні, за спеў праву літургічную, за прыбіранне капліцы тым, хто дзяжурыў. Памолімся за тых на гэтым тыдні святкое дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей з дабрадзеяў перадаўцаў нашай парафіі, таксама многіх дабрадзеяў будаўніцтва санктуарыі Божай міласэрнасці, і за нас даручаючы кожнага паасобку Апецы Маці Божай, Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, в наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой пригоды избавляй нас отсюда. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение, как вас наполнит собравной радостью и спокойом. Пан с вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороной, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія нас будуть снують по світі. Амінь. 75. Марія, ти надія, молите нам, спомога, ти нам